18 мая – день скорби в истории крымских татар. В 1944 году весь народ был выслан в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал. Накануне траурного дня во всех мечетях полуострова прошли молебны. В селе Мазанка Симферопольского района прошел вечер реквием. Прозвучали стихи и песни о высылке. Местные жители подготовили сценку о тоске старой женщины по родине. Но не это в памяти моей. Умирала старая татарка. Мы должны гордиться тем, что наш народ нашел себе волю не только сохраниться в депортации, но и вернуться на родную землю. Нашел себе силы сохранить, несмотря на все чудовищные условия в первые годы депортации, сохранить язык, религию, традиции, передать это своим детям. С самого утра 18 мая по всему полуострову к мемориальным постаментам возлагают цветы. Представители крымской власти начали траурный день у памятника Возрождения в Крымском инженерно-педагогическом университете. А здесь установлен мемориальный камень. Он напоминает о всеобщей народной боли крымских татар. Хоть и прошло 75 лет, эта боль, она до сих пор в наших сердцах, она не утихает, и об этих трагических днях мы не забудем никогда. Жертвы изгнания, их дети, внуки и правнуки – все они пришли почтить память незаконно репрессированных и помолиться о тех, кто погиб на чужбине. Боль и горечь для наших родителей, и мы стараемся не забывать этого. Вот сегодня я пришла, уже мое поколение, следующее поколение, и чтобы мои внуки об этом помнили. Мы не должны это забывать, и народ, у которого нет прошлого, нет будущего. Также возложили цветы и прочли молитву у мемориала жертвам депортации в ботаническом саду КФУ имени Вернадского. Именно сюда в мае 1944 года свозили людей с южного берега Крыма и окрестностей Симферополя. Именно сегодня, 18 мая, все должны понимать, что несмотря на то, что кто-то пытается нас разобщить, мы должны быть едины. Мы должны не просто объединиться, но мы должны, то есть, мощью стать, которая позволит нам развиваться на своей родине. Потому что в единстве наша сила. Это ужасное событие. Весь народ огульно обвинили в предательстве и изгнали на чужбину. Прошу Всевышнего, чтобы такое не повторялось никогда. Станция Сюрень – то самое место, откуда были высланы сотни тысяч крымских татар. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс. Строительные работы закончатся до конца года. Пока отцы и сыновья воевали за мирное небо над головой, их семьи были вынуждены покинуть родные дома. Очевидцы этих событий до сих пор вспоминают этот день со слезами на глазах. Из головы не выходит тот день. Пришли, забрали, отвезли к вагонам. Даже воду пить не давали. Умерла бабушка, младшие братья и сестры. Все умерли. Говорить об этом очень сложно. Ребенка, которому не было и 4 лет, поместили в вагон и увезли. Сердце разрывается. Именно в таких вагонах крымские татары были несправедливо изгнаны из своей родины. Без воды, без еды и без свежего воздуха. В таких условиях они пробыли более месяца. На этих снимках крымские татары, которые пережили боль разлуки с родиной. Каждая черта измученных лиц передает весь ужас трагедии 44-го. Именно это и напоминают в своей выставке сотрудники Крымско-татарского музея. Наконец-то через 70 лет наш народ получил тот многострадальный, долгожданный указ о реабилитации. Почтить память жертв депортации приехал и глава республики Сергей Аксенов. Дни памяти, то есть они становятся объединяющим фактором. И сегодня здесь представители духовенства, представители людей разных национальностей. То есть мы сегодня все вместе вспоминаем о тех, кто ушел из жизни в силу обстоятельств раньше срока. И, конечно, мы говорим, что эта память, она должна нас объединять, она должна служить дальше на благо, на развитие. То есть мы, первое, как органы власти, конечно, понимаем, что не должны допустить вообще впредь. И я уверен, что такого никогда больше не будет и не повторится. И никто насильно со своей земли никогда выселен не будет. Минута молчания и дуа за покой ушедших в безжалостном 44-м. Для многих конечной остановкой становились не Узбекистан и не Урал. Старики и дети не выдерживали испытания судьбы и умирали во время пути. 18 мая для крымских татар и других людей большая трагедия. Мы это прекрасно знаем. Спустя 75 лет, когда мы уже вернулись и живем здесь, самое главное, чтобы ни один народ не забывал свою историю. Но и жить сегодня с событиями прошлого тоже нельзя. Это огромная ноша.
В мае 1944 года на полуострове не осталось ни одного представителя крымско-татарского народа. В июне их судьбу повторили и другие народы Крыма. На тот момент численность населения всего полуострова была равна численности населения одного города. Сегодня каждый народ имеет право на развитие, возрождение, развитие своей культуры и традиций. Сегодня все конфессии вместе решают любые вопросы жизнедеятельности и важности в республике. Ежегодно на территории мемориального комплекса возрождается история. Стук в двери, а затем приказ. Выселение крымских татар закончить до 1 июня 1944 года. По вагонам! По вагонам! По вагонам! За полувековую жизнь на чужбине, тоскуя по родине, крымские татары написали немало пронзительных строк о черноморских берегах. А что правы юрегим козьяши. Несмотря на все сложности, люди нашли в себе силы и терпение вернуться в Крым. Несправедливость прошлого века сегодня стимул процветать, развивать и обогащать свою родину. Наша история соткана из разных трагических и победоносных страниц. И вот именно эта дата позволяет быть нам сильными, поддерживать друг друга. И, конечно же, вот комплекс мер, который дает указ президента о мерах реабилитации, позволит хоть как-то восполнить вот те утраты и духовные, и культурные, и в целом гуманитарные. По переписи населения в 2014 году на полуострове проживает почти 230 тысяч крымских татар. И это только начало возрождения на родине.